высокопарных слов, как путник, как странник, который много уже в течение 20 лет в поиске. С того момента, как я обанкротился, я был в поиске. И венец моего поиска — это вот Дмитрий Лапшинов, в котором собраны все, что я давно искал по крупицам. Город еще до конца не увидел, завтра, надеюсь, увидим, посмотрим. Касаемо атмосферы, люди, да, очень интересные, смотрят именно вглубь, смотрят такие за тонкими моментами, много вопросов интересно задают. И сплоченные, дружные, вот это вот очень интересно. Везде, да, в каждых странах соотношение мужчина с женщиной колеблется, и выработалась такая тенденция в тех местах, где мужчина потерял, допустим, свое держание семейного очага, либо где потерялись традиции, женщина как вынуждена это все тащить на себе, и вот их больше. Либо, допустим, когда наоборот, бывают моменты, где, допустим, женщин больше, и там наблюдается, когда мужчина, допустим, подавлен, у мужчин больше, допустим, инь, у женщин янь, мужских таких качеств. И вот преобладает, да, женщин. А там, где наоборот, в местах, где мужчин больше, женщин меньше, там наоборот перекос может быть в другую сторону. И постепенно ты как бы и проводишь занятия, а по собственному смотришь, ты и сам наблюдаешь, как это выравнивается. И одновременно ты видишь, что в атмосфере вокруг тебя тоже самое инь-янь выравнивается. Это значит, и ты сам выравниваешься. Ну а так, если смотреть на внешнее, то да, можно определить либо по ценностям страны, либо гармонизации семьи, насколько она состоялась, либо не состоялась, либо по положению доминирующих в семье мужчины и женщины. Духовность — это осознанность, когда мы полностью осознаны в своих действиях, в своем проявлении, и еще сердечно горим в этом. То есть соединение тела, движения, внимания и наслаждения от своего действия. Вот когда тело, душа и дух собраны. Вот это осознанное действие на всех уровнях тела, души и духа. И любое действие в таком качестве становится духовным. А если человек, допустим, сидит на алтаре, там свечи зажигает и молится, а внутри думает там о своих там